алейкум, Харлашамлар, витаю, и мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. И в следующем получасе мы будем говорить о том, о чем молчать нельзя, а именно о событиях на материковой части Украины, в оккупированном Крыму и не только, а также обсудим визит президента Украины в Соединенные Штаты Америки. Ну что ж, поехали. Зеленський виступив на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Розпочато процедуру імпічменту Трампа. І все через Україну. Окупанти чистять Північно-Кримський канал. Невже готуються до пуску води? Гость нашей студии Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Приветствую. Добрый вечер. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Белый дом Соединенных Штатов Америки обнародовал текст телефонного разговора между президентом США и президентом Украины Владимиром Зеленским. И давайте, собственно, послушаем квинтэссенцию того, что говорится в стенограмме. Інша справа. Багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування. І багато хто хоче дізнатись про це. Тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден став хвалитись, що припинив переслідування. Так що, якщо ви можете подивитись на це, це звучить жахливо для мене. Ну вот, мы с вами услышали текст стенограммы, что касается истории с Байденом. Ну, ощущаете ли вы какое-то давление со стороны Трампа на Зеленского в вопросе Хантера Байдена? Ну, конечно, это был ключевой вопрос, потому что демократы обвиняли Байдена в том, что он 8 раз требовал от Зеленского продолжить это расследование и, более того, грозился не дать техническую помощь, финансовую и военную помощь. На самом деле, в этом отрывке, да и во всем тексте я не вижу ни 8 раз, ни прямого увязывания получения финансовой помощи с расследованием дела Байдена. Да, он об этом упоминает, но, как по мне, грань не была перейдена, тем более учитывая экстравагантность Дональда Трампа. Да, он сказал, что это важно, ну, действительно это важно для США, как для страны, для их политики, потому что это вопрос ним важный. Но он не требовал там сильнее, слабее, влево-вправо проводить дальнее расследование. Ну вот знаете, я вот читаю текст стенограммы сейчас в том числе, да, и тут еще шла речь об отношениях Украины с Европой, в том числе упоминалось об канцлере Германии Ангеле Меркель, где Трамп сказал, что Европа вам не помогает, и Зеленский сказал, да, не на 100, а на 1000%, я с вами согласен, и действительно ни Меркель, ни Трамп ничего не делают в отношении помощи нашей страны и усиления санкций против Российской Федерации. Как вы думаете, не повлияет ли теперь этот текст стенограммы на наши отношения с Германией и Францией? Ну, конечно, повлияет. Конечно, немцы и французы должны обидеться. Но хотя там не было совсем уж уничижительных сравнений. А давайте вспомним, когда происходил разговор, это было 25 июля. Да. Это как раз после того, как в парламентской ассамблее Совета Европы силами, в том числе французской и немецкой делегации, Россия была возвращена в парламентскую ассамблею. Да. И через неделю Россия первый раз посылает туда делегацию. И поэтому, в принципе, у президента Зеленского был повод обижаться. И возвращаясь к теме этой стенограммы, и, собственно, из-за чего Украина оказалась в эпицентре этих всех событий, а именно вот история с Хантером Байденом, да, после чего в Соединенных Штатах, а именно спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала расследование, и, собственно, в рамках процедуры импичмента Трампа они это инициировали. И давайте послушаем, что она сказала. Цього тижня президент визнав, що просив президента України вдатися до дій, які будуть йому вигідні політично. Дії президента Трампа викривають негідний факт зриву клятви, яку він дав, заступаючи на посаду, і зраду наших національних інтересів, і зради недоторканності наших виборів. Тому сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим 6 комітетам приступити до проведення власних розслідувань. Президент має бути притягнутий до відповідальності. Ніхто не є над законом. Ну а вот капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах сказал, что импичмента не будет. Давайте его послушаем. Об этом он заявил в эфире телеканала АТР.
Ну, импичмент Трампа не реален, потому что уже это пытались много раз. Импичмент, чтобы объяснить немножко, большинство американцев этого тоже не знает. Импичмент президенту можно сделать только тогда, когда он ставит Конституцию в опасность. Каким образом его разговор с Зеленским ставит эту опасность, непонятно. Даже если бы он попросил что-то Зеленского, вашего президента, скрыть, это другое дело. А он просит открыть. Он просит расследования, и какой-то чиновник мелкий сказал, что он слышал, что он давит. Давление было на президента Зеленского от президента Трампа. Как вы думаете, как вот эта история с инициированием импичмента Трампа, да, повлияет на нашу страну, в том числе, которая, хотя или нехотя, оказалась в эпицентре этих всех событий? Ну, хотелось бы быть оптимистом, и чтобы все эти события повлияли позитивно, потому что, во-первых, Украине гораздо больше внимания в Соединенных Штатах. Все уже знают, что такое Украина, какие здесь проблемы происходят. А второе, в данной расшифровке президент Зеленский повел себя очень достойно, то, что мы видим. Потому что мы побаивались, могли быть другие реакции. Он отвечал довольно дипломатично и в этой расшифровке показал, что он не становится ни на одной из сторон конфликта. Потому что для помощи Украине очень важно получать поддержку двупартийного большинства в Соединенных Штатах. И это почти все время было. Сейчас, к сожалению, украинский вопрос разделяет республиканцев и демократов. И мы видим, что избирательная борьба будет такая же острая, как обычно в Украине. Острее, чем обычно это было в Соединенных Штатах. Так а не повлияет ли это на нас с негативной стороны? Потому что все-таки в этой стенограмме мы видим, что президент Зеленский вот напрямую говорит, что скоро прокурором станет мой человек на 100%, да, имеется в виду ситуация с Рябошапкой, и он говорит, что мы в этом вопросе вам будем, возможно, помогать, да, в этом расследовании мы рассмотрим этот вопрос. Так не повлияет ли это на наши отношения действительно с демократами? А вдруг демократы победят на выборах? Риски есть. Но опять же заявление президента Зеленского было довольно дипломатичным. Во-первых, он сказал, что в этом расследовании вы дайте нам материалы, и мы будем расследовать. То есть он перебрасывает мяч. Если у вас есть серьезные документы по компромату, дайте нашей прокуратуре, она будет расследовать. Он не говорит, что мы за вас сделаем всю работу. А во-вторых, в ситуации с назначением прокурора он говорит, что после выборов, это был разговор по итогам выборов, у меня будет однопартийное большинство в парламенте, и, конечно, оно изберет того прокурора, которого я предложу, моего человека. Это тоже, в принципе, логично. Мы можем придираться к тому, что, да, прокурор должен быть независимым, но на всю дорогу прокуроры были политическими назначенцами со стороны президента. А давайте подключим к нам сейчас Вашингтон. Журналистка из Вашингтона Карина Орлова с нами сейчас на прямой связи. Карина, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, да. Здравствуйте, Карина. Ну что ж, как в Соединенных Штатах Америки трактуют уже расшифрованную стенограмму разговоров Трампа и Зеленского? Вот там видят какое-то давление со стороны Трампа на нашего президента? Ну, конечно, только это зависит от того, кто трактует. Демократы, естественно, говорят о том, что есть. То есть там действительно в этом разговоре нету явно выраженной, четко проговоренной услуги за услугу. То есть Трамп не говорит: Владимир, вот ты расследуй Байденов, а я тебе помощь, да, военную поставлю. Но, естественно, по контексту это следует. И более выражено, мне кажется, вот в разговоре такое, да, обещание или там, да, прошение об услуге в обмен на другую услугу более выраженного быть не могло, потому что Трамп же разговаривал с Зеленским не в частном порядке, все-таки это протокольная беседа, да, телефонный разговор, и учитывая то, что за неделю до разговора он приостановил, да, распорядился приостановить военную помощь Украине, придержать ее, то это тоже нужно учитывать. Республиканцы говорят, что ничего нету, Трамп не говорит, что вот он обязательно в обмен на расследование, да, со стороны Украины предоставит Украине военную помощь, поэтому ничего нет. То есть лагерь, как всегда, все разделилось на два лагеря. Но еще, кстати, важно учитывать, что, коллеги, что это не расшифровка телефонного разговора с аудиозаписи сделанная. Это заметки, которые делали помощники Трампа, которые находились в комнате во время этого разговора, да, и слышали этот разговор. Это очень важно понимать. Да, спасибо. А, Карина, скажите, вот что вы думаете по поводу импичмента инициированном? Будет он или нет?
Ну, вы знаете, вот еще там 3 месяца назад все топовые демократы, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, и там Адама Шифа, да, главу комитета по разведке, все они были против импичмента, и импичмент не объявляли, не начинали процедуру импичмента по итогам расследования Боба Мюллера, а теперь за неделю вот так все изменилось. И кто бы мог подумать, что причиной станет разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Поэтому я не знаю. Но, естественно, сама процедура вот этого импичмента, да, он может совершенно не окончиться вынесением импичмента, потому что Сенат, естественно, против, он контролируется республиканцами, пока он против. Сама процедура, она, безусловно, повредит Дональду Трампу, потому что он ведет сейчас избирательную кампанию, и если, конечно, он не сумеет развернуть все в свою сторону, что будет тяжело сделать в данных условиях. Спасибо большое. Карина Орлова, журналист из Вашингтона, была с нами на прямой связи. Ну а пока мы тут говорим о давлении на президента Владимира Зеленского, сам президент Владимир Зеленский рассказал, кто действительно на него давит в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Давайте послушаем. Скажіть, пожалуйста, давив ли на вас Трамп в розговорі про Джона Байдена? З приводу того, на мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років. Ну вот такой ответ дал президент Владимир Зеленский пропагандистам. Как бы вы это прокомментировали? Абсолютно правильный ответ, достаточный действительно для российского телеканала. И очень правильно, что он говорил при этом на украинском языке, а не подстраиваясь под Россию, показывая все-таки прохладность наших отношений. Ну давайте послушаем, собственно, что говорил президент Владимир Зеленский, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН сегодня, и предлагаю послушать его прямую речь. Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних інституцій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, але слід визнати, що механізм є небездоганним. Вони починають давати збій, ці механізми, а отже, потребують оновлення. Какие главные тезисы и важные тезисы, по-вашему, озвучил президент Владимир Зеленский? Речь была все-таки больше о ценностях, чем о механизмах, о технологиях. Если я не ошибаюсь, слово «Минские соглашения» вообще не упоминалось. Да. То есть главное, что он напомнил всему миру, лидерам всех стран о войне, которая идет в Украине. Это было сделано через эмоцию, через показывание этой пули, через упоминание Василия Слепака, известного нашего музыканта, который выступал в мировых столицах. И второе, это вот то, что в вашем синхроне звучало, это то, что он сказал, что мы не надеемся на механизмы ООН. Это важный месседж, то, что мы фактически замораживаем попытки привлечения миротворцев, видя, что толку в этом не будет. И смиряемся с тем, что через Совет Безопасности ООН мы не можем протянуть ни санкции, ни миротворческую операцию, пока там у России есть право вето. Реформа ООН на сегодня застряла. Были разговоры несколько лет назад о том, чтобы это перестроить. Ну, ООН самая бюрократическая организация в мире, поэтому на самом деле это мало реально. Ну, действительно, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН уже проходит, и уже многие эксперты говорили о том, что вообще сама ООН нуждается в реформировании. Но все-таки, как вы думаете, вот что нам дает выступление нашего президента на этой площадке, кроме как вот декларативного того, что мы с вами слышали? И вас не смутило то, что зал был полупустой? Я обратил на это внимание, но поскольку я принимал участие в ряде подобных международных мероприятий, те, кто надо, все были, а те, кто не был, они почитают расшифровку. Потому что для многих стран это неинтересно. Точно так же, как когда выступали страны, которые Украине не интересны, но наша делегация оставляла кого-то одного возле флажка, чтобы было не стыдно, что пустой стол стоит делегация, и разбредалась по кулуарам говорить на двусторонних встречах о том, что нам нужно. Поэтому это такой формат. И, повторюсь, там стенограмму прочитают все и враги, и друзья, и те, кто изучают Украину, изучают нашу войну и поймут нашу позицию. Потому что это было сказано с официальной трибуны. Этого достаточно. Выступая в Организации Объединенных Наций, президент Французской Республики Эммануэль Макрон сказал, что Украина и Россия идут навстречу к миру. Давайте послушаем французского президента.
Президент Зеленський почав робити перші кроки до миру, а президент Путін зміг на них відповісти. В останні тижні вдалося досягти прогресу. Ми знаємо, що має стати наступним кроком. У нас є Мінські угоди. Ми маємо відбудувати мир. І в наступні тижні відбудеться саміт у нормандському форматі з приводу врегулювання конфлікту на сході України. Ну а в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил будущую встречу в нормандском формате. Давайте послушаем, что говорится в офисе президента. Володимир Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу станиці Луганської. Зі свого боку, федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в нормандському форматі. Ну что ж, как вы думаете, состоится ли встреча 4 лидеров в нормандском формате? Лидеры стран встречаются тогда, когда решены уже все вопросы. Для того, чтобы в торжественной обстановке поставить свои подписи под совместным заявлением, планом действий, выйти к прессе и объявить о большой победе. Разве не встречаются, чтобы решить вопрос? Нет. Потому что иначе вопрос может быть не решен, и тогда они будут выглядеть проигравшими. Лидеры не должны выглядеть проигравшими. Именно поэтому, что у нас не было согласия по механизму выполнения Минских соглашений, у нас уже 4 года, по-моему, не происходит встречи на наивысшем уровне. Эта встреча точно так же под угрозой срыва, потому что вопрос стоит так. Либо Украина в лице президента Зеленского подписывает дорожную карту план Штайнмайера с теми или иными вариациями, и тогда они съезжаются и подписывают это торжественно, либо встречи не будет, и тогда обмена заложниками тоже не будет. Я вижу, что украинское правительство будет склоняться к тому, чтобы согласиться с этим, и таким образом... На формулу Штайнмайера. Да. С оговорками, с выдвижением дополнительных условий, которые будут выполнены российской стороной. Но все-таки в основу, скорее всего, будет положена формула Штайнмайера. Неофициальные телеграм-каналы писали сегодня о том, что президент Зеленский, встречаясь с Меркель, просил надавить на Путина в вопросе смягчения условий минских договоренностей. Как вы думаете, может ли быть такое? Люфт есть. И он довольно небольшой. Я могу предвидеть, что, скажем, российская сторона может отказаться от немедленного внесения в Конституцию особого статуса Донбасса, а закрепить это только в законодательстве. Либо же в вопросах сначала контроль над границей, потом выборы, согласиться на том, что контроль будет символическим. То есть, скажем, в 3 пограничных постах на 400 километрах границы на Донбассе будут стоять украинские пограничники вместе с АБСЕшниками, вместе с россиянами, с ордловцами и делать видимость, что они контролируют границу. Но Россия, я вижу, не пойдет ни в коем случае на то, чтобы хоть как-то упомянуть Крым в этой формуле Штайнмайера. Жесткая позиция России, Крым остается за скобками. Это, конечно, очень... Тогда не сдача ли это украинских интересов? Идти на формулу Штайнмайера? Учитывая, да, мы понимаем же, как ее интерпретирует все-таки Российская Федерация. Перед президентом Зеленским. Он говорил, что он готов идти на определенные политические, имиджевые, репутационные, рейтинговые потери для того, чтобы принести мир в Украину. Но тогда нужна будет его... Нужен ли мир такой ценой? Вот нужен будет его ответ народу Украины, в том числе проживающим на территории Крыма, о том, что он собирается подписать и что будет дальше. Ну вот давайте, раз уж мы затронули тему Крыма, на ней продолжим нашу беседу. Оккупанты в Крыму готовятся к подаче воды с материка. Об этом сообщила заместитель командира гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова на своей странице Facebook. Давайте послушаем, что она там пишет. Не хочу розводити паніку, але констатую факт, що зараз окупанти в Криму вичищають канал. Вже тиждень спалюють камиш в каналі. За словами місцевої так званої влади, вони готуються до подачі води в Крим навесні. Если даже в оккупированный Крым
пустят воду, это может обернуться реальной катастрофой. Об этом сказал вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. Давайте послушаем его прямую речь. Северокрымский канал при Украине, в Крыму, он уже был такой недееспособный, так как он терял 30% воды. При сегодняшних реалиях, даже если так получится, что попытаются все-таки давать воду в Крым материковые украинцы, на что, естественно, мы тоже будем очень возражать по поводу всего, то это невозможно, потому что канал разрушится. Не дай бог, там мы дадим воду туда в Крым, то фактически канал просто разрушится, и все, и канал просто придет в негодность, и фактически там просто будет катастрофа. Как вы думаете, почему, собственно, сейчас начала муссироваться, ну и не только сейчас, это ведь тема не первой свежести, да, почему сейчас, собственно, мутируется, продолжает мутироваться тема с подачей воды в оккупированный Крым? Что там технически с каналом, я, конечно, не скажу, а вот политически, с одной стороны, да, Россия разделяет вопросы Донбасса и Крыма, а с другой стороны, если по Донбассу пойдет план Штайнмайера, по Крыму тоже должна быть своя формула и свой план. И тоже это будет точно так же с российского авторства. И в заявлении президента Зеленского уже звучит, что в вопросе мирного процесса он бы начинал с гуманитарных вопросов. Это выплата пенсий, это контакты, это транспорт. Слово «вода» у него не звучало, но я так понимаю, что это может быть одним из элементов комплексного плана о том, что мир закроет глаза на статус Крыма, но Украина может даже давать воду, подключить электричество, возобновить транзит. Не будет, я думаю, прямых полетов, но вплоть до восстановления железнодорожного сообщения. Скажите, а не будет ли это свидетельствовать о том, что у нас идет легализация аннексии полуострова? То, о чем мечтают русские? По факту это можно будет назвать и так. Поэтому нужна какая-либо формула. То ли это будет как отношение Греции к Северному Кипру, то ли отношение Китая к Тайваню. То есть различные модели в мире есть, и они все неблагоприятные, они все не ведут к быстрому решению. Они все ведут к замораживанию и подвешиванию конфликтной ситуации. А то, что Россия предлагала, это формула статуса республик Прибалтики во времена Советского Союза после Второй мировой. С одной стороны, Запад не признавал, что это часть Советского Союза. С другой стороны, ничего не делали, никаких санкций не было, организовывались визиты, и все это было очень мягко. Ну, мы видим по истории, что замороженные конфликты, в том числе, они могут длиться вечность и десятилетия. Да? Как вы думаете, как на это может отреагировать украинское общество, действительно, если вдруг пойдет такая формальная легализация аннексии Крыма? Как отреагирует украинское общество и что, собственно, делать? Это вопрос коммуникации правительства, президента в первую очередь. Мы видели, что даже намеки на то, что будет подписана формула Штайнмайера, вызвали довольно бурные протесты. Они не были аж супер массовыми, но в то же время, так, по моим оценкам, то, что я видел в видеозаписях, на Банковую пришло пару тысяч человек на следующий же день. Не агрессивно настроенных, но пока это были вот такие молчаливые протесты против этого. И поэтому обществу надо будет объяснять. Обществу надо будет аргументировать. Это пока не делается. Это недоработка власти. Но это их стиль поведения. Они явочным порядком ставят перед тем, что вот они решили вот что-то вот так сделать. Министр иностранных дел Пристайко 2 сентября, оказывается, устно согласовал с советниками других стран нормандского формата то, что Украина соглашается на формулу Штайнмайера. Но тут стоит отметить, что пока мы не знаем, на какую именно формулу Штайнмайера, потому что все ее интерпретируют по-своему. И все-таки давайте перейдем тогда к деятельности нашей власти. Вот Кабинет министров перезапускает власть. Давайте смотреть, кого сегодня уволило правительство. Кабмін звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів, очільницю Державної архівної служби, керівника Національного агентства України з питань державної служби, керівника Державного агентства резерву, голову Державного агентства з питань електронного урядування, голову Національного агентства з питань державної служби, голову Укртрансбезпеки, голову Укравтодору, очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції, керівника Державної служби геології та надр.
Ну и отсидеться не удастся. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такую масштабную волну увольнений. Давайте послушаем премьера-министра. Меседж дуже простий, що якщо хтось думає, що вдасться відсидітися, то це велика помилка. Інструмент, який дав нам парламент, спрощуючи звільнення і спрощуючи процедуру прийняття через конкурси публічні, дає нам можливість бути рішучими. І ми будемо рішучими. Всі ті органи, по яких у нас є питання щодо корупційності, там, де ми впевнені, що там був схематоз тотальний, ми їх будемо вичищати просто нещадно. Ну, какой-то головопад у нас в стране. Как вы оцениваете это решение нашего будем правительства? надеяться, что все назначенные кадры, они будут более профессиональными, они будут более честными, они будут отобраны действительно на прозрачных конкурсах и не будут представлять какие-либо олигархические кланы. А насчет обвинений в том, что вот там была коррупция, это подтверждать уголовными делами тогда. Потому что та реформа госслужбы, которую мы делали в 8-м созыве, она базировалась на том, что политическими фигурами являются лишь министры и их первые замы. Вот они определяют общую политику. И после изменения правительства именно они уходят в отставку и назначаются новые по квоте коалиции либо правящей партии. А остальные это технократы, это люди, которые профессионалы, они избираются на открытых прозрачных конкурсах, и они работают при любой власти. Ну, действительно, вот чем там главный дорожник, какая там политика в строительстве дорог. Если есть вопросы по коррупции, расследуйте, отстраняйте, сажайте. А если просто вот на чужую коррупцию надо заменить, поставить свою коррупцию, вот такого, конечно, общество бы очень не хотело. Как вы думаете, а какие приоритетные вопросы сейчас стоят перед новым нашим правительством? На что больше всего будут уделять внимание и средств? На все сразу. Если брать тактику, то они должны предоставить программу правительства в ближайшее время. Программы пока нет, но это, естественно, они только назначены. И парламент должен голосовать за эту программу. А второе, это они должны доработать бюджет. Поданный бюджет – это всего лишь такой индикативный бюджет, там защищенные статьи, то есть там зарплаты по каждому ведомству, зарплаты бюджетникам, армия, но будет масса нюансов, и каждое министерство должно это проработать. А в чем же будут приоритеты правительства? Это в том числе увидим по тому, какие статьи бюджета вырастают. Потому что правительство должно работать над тарифами. Это вопрос, который заботит граждан больше всего. То есть как они будут уменьшаться, какие будут субсидии. Пока в бюджете сумма на субсидии уменьшается, а стоимость газа уменьшается лишь символически. То есть отразится ли это на бюджете каждой конкретной семьи? А будут ли варианты по повышению зарплаты и созданию новых высокоплачиваемых рабочих мест? И как? Тут действительно возникает вопрос, потому что проект бюджета, который был представлен премьер-министром, он, как заявили многие нардепы, и эксперты, был разработан еще предыдущей властью. Так стоит ли тогда ожидать перемен украинцам в 2020 это естественно, году? Как верстается бюджет? В Министерство финансов до середины лета каждое министерство приносит свой вариант бюджета. Где оно его берет? Оно берет прошлогодний бюджет, смотрит, где не хватило, где можно сэкономить, чуть-чуть меняет, знает, что больше не дадут, кроме индексации заработной платы. Приносит Минфин. Минфин смотрит, говорит, нет, вот на 10% режьте как хотите. Идут вот эти согласования, а потом это сводится в общую таблицу. Кто чаще ходил, кто больше дергал Минфин, кто заявил, что без армии никак нельзя, значит, надо на армию сокращать нельзя. Все это сводится и приносится в первом чтении. Потом игра продолжается, потому что включаются народные депутаты. Министерства, которые не вывели свое в Минфине, они заряжают свой профильный комитет, идут, плачут, говорят, наша отрасль вообще развалится, выбивайте еще повышение. Профильный комитет или депутаты, которые разбираются в этом вопросе, вносят свои поправки, идут на бюджетный комитет и говорят... Будет ли в этом году именно так? Потому что у нас же монобольшинство, у нас, в принципе, «Слуга народа» может принять решение. Может, но внутри все равно идут определенные процессы и брожения. Это уже конкуренция между каждым министерством, каждым строчкой, каждым распорядителем первого уровня бюджета. Потому что всех много, а всего мало. И всего на всех никогда не хватит. И поэтому здесь будет более-менее цивилизованное лоббирование, как всегда. И решение будет за правительством, которое ко второму чтению сведет как-то свои пожелания.
и за парламентом, который должен это одобрить. То есть даже внутри монобольшинства есть свои группы влияния, и одни скажут, давайте ренту металлургам повышать, а другие сказать, нельзя повышать, потому что металлургия станет, и она нам дает доходы в бюджет. Спасибо. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был гостем нашей студии. Благодарю. А мы вынуждены завершать информационный блок, но хочу анонсировать и сказать, что очень скоро, буквально с минуты на минуту, должна начаться встреча, официальный визит президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, где они будут разговаривать. На какие именно темы, о чем мы, конечно же, поговорим чуть позже. Оставайтесь первым крымско-татарским. Корушкенчик.